22 июня 1941 года время разделилось на «до» и «после». Тень войны легла на нашу страну на долгие 1418 дней. Однако в эти непростые годы народное творчество занимало особое место. Музыка и песня стали символом народной веры, несокрушимости духа и стойкости фронтовиков. Великая Отечественная война затруднила, но не остановила работу Дома народного творчества. Кто-то из сотрудников ушел на фронт, а кто-то оставался и продолжал свое дело. В тяжелом военном 1943 году была проведена декада искусств. Специалисты Дома творчества регулярно оказывали поддержку самодеятельным коллективам, отправлялись в экспедиции, участвовали в подготовке спектаклей. Сегодня мы бережно и трепетно храним память о каждом, кто ковал этот бессмертный подвиг. Приказ номер 6 по Дому народного творчества от 24 апреля 1942 года инструктора-методиста Попову Н.А. 24 апреля освободить с работы инструктора ДНТ в связи с мобилизацией на сплав, бухгалтеру ДНТ произвести Поповой Н.А. полный расчет. Приказ номер 8 по Дому народного творчества от 23 июня 1942 года. Согласно указанию Управления по делам искусства Коми СССР, направить с 22 июня по 6 июля сего года в район села Усть-Кулом экспедицию по сбору коми-песенного фольклора в составе руководитель экспедиции профессор музыки Воронцова, переводчик хормейстер Морозова и помощника по музыкальной записи Воронцова. Приказ номер 22 по Дому народного творчества от 24 июня 1941 года. Сего числа освободить от работы инспектора Семечкова Николая Павловича в связи с призывом его в рабочую крестьянскую Красную Армию. Приказ номер 31 по Дому народного творчества от 31 июля 1941 года. С 3 августа сего года освободить с работы Дома народного творчества методиста по хоровой работе Рожкова Николая Григорьевича. На основе приказа Управления по делам искусств Коми АССР от 31 июля 1941 года. Приказ номер 39 по Дому народного творчества от 14 ноября 1941 года художника Зыкбана Моисея Соломоновича зачислить с 13 ноября сего года в качестве художника-исполнителя по изготовлению трафаретных плакатов с испытательным сроком на 2 недели. Приказ номер 35 по Дому народного творчества от 18 августа 1941 года. С сего числа в связи с мобилизацией в рабочую крестьянскую Красную Армию освобождаюсь от работы в Доме народного творчества, сдаю печать бухгалтеру ДНТ. Сегодня мы чтим память тех, кто, не жалея своей жизни, ушел защищать свою родину, а также своих коллег, которые остались поддерживать, развивать народное творчество. Мы помним вас и будем помнить всегда.
Ах, поле, 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 ах, поле, 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 а что растет на поле, поле, одна трава не более, а что растет на поле, поле, одна трава не более. Идут по полю люди, идут по полю люди, идут по полю люди, люди, военные отряды, идут по полю люди, люди, военные отряды, блестят они на солнце калеными штыками, потом прижмутся к полю, полю холодными щеками, потом прижмутся к полю, полю холодными щеками. А что потом на поле? А что потом на поле? А что потом на поле боя? Одна трава не более. Ах, поле, 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 ах, поле, 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 а что растет на поле, поле, одна трава не более, а что растет на поле, поле, одна трава не более, одна трава